Ваша честь, уважаемые участники судебного заседания, адвокат Думанишев Харажбек Азбекович, защиту Мальсагова Мусы Аслановича и Хаутиева Павелдина Адамовича. Ваша честь, вот и подошло это уголовное дело к завершению. Окончена стадия судебного следствия. В прениях сторон я постараюсь кратко изложить все обстоятельства дела, с которыми мне довелось ознакомиться на стадии предварительного следствия, на стадии судебного следствия. Защиту Мальсагова Мусы Аслановича и Хаутиева Павелдина Адамовича. Мальсагов Муса Асланович по данному уголовному делу обвиняется в создании экстремистского сообщества и привлекается к уголовной ответственности, обвиняется по части 1 статьей 282 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также обвиняется в организации насилия в отношении сотрудников Росгвардии по части 3 статьи 33, части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хаутиев Павелдин Адамович обвиняется в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 282 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации в участии, в экстремистском сообществе и в организации насилия в отношении сотрудников Росгвардии по части 3 статьи 33, части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное обвинение в ходе судебного следствия, Ваша честь, как и мои коллеги выразились, как и выразились мои коллеги, в ходе судебного следствия не нашла никакого подтверждения. Допрошенные на стадии предварительного следствия свидетели обвинения давали показания, которые никаким образом не противоречили показаниям наших подзащитных. По исследованным материалам также не было никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о совершении каких-либо преступлений нашими подзащитными. Наглядно видно, как на стадии предварительного следствия следственные органы вели дело предвзято, однобоко, с обвинительным уклоном. Прибегая к разным грязным, хитрым уловкам, они продлевали нашим подзащитным меры пресечения в виде заключения под стражу, в том числе и свыше года. Ваша честь, так, например, по Мальсагову Мусе Аслановичу следственные органы ухитрились, так скажем, выйти с ходатайством о продлении меры пресечения свыше 12 месяцев, не уведомив об окончании следственных действий. Как мы знаем, продление меры пресечения свыше 12 месяцев возможно только при исключительных обстоятельствах, которые указываются в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. А именно, если следственные органы уже подошли к окончанию, окончили следственные действия и производится ознакомление с материалами уголовного дела, при условиях, что видно, что они не затягивают расследование и так далее. В данном случае данное обстоятельство было проигнорировано судом, и невзирая ни на какие такие нарушения, ему была продлена данная мера пресечения свыше 12 месяцев. На каждом судебном заседании, Ваша честь, при избрании меры пресечения, при их продлениях, следственные органы тупо ссылались и говорили: вот видите, вот эти видеозаписи, которые у нас имеются в материалах уголовного дела, они доказывают причастность этих людей и обоснованность нашего ходатайства о том, что этих людей надо содержать под стражей. Сегодня, Ваша честь, в суде мы все видели, какие это доказательства, что конкретно было видно на этих видеофайлах,
Я мучился в догадках до момента, как мы ознакомились с этим видеоматериалом. Что же там кроется такого, что же там на самом деле есть такое, что подтверждает виновность наших подзащитных. Так, понимая тот факт, что наши подзащитные, они не глупые люди, они образованные люди, они осознавали факт того, что рано или поздно, если там что-то, какие-то преступления совершены, они будут видны и слышны на видеозаписях. Да, несмотря на это, ни разу, нигде, никаких противоречий в своих показаниях они не допустили. На стадии предварительного следствия, давая показания, просили проверить эти показания следственные органы, но по какой-то причине эти показания тоже не были проверены. Поэтому я и говорю, что стадия предварительного следствия она проходила однобоко, исключительно вот в обвинительном уклоне, всячески высасывая все то, что нужно для обвинения, чтобы обвинить людей, да, вот, в совершении каких-либо преступлений. Вот. И мы видели, Ваша честь, когда я ознакомился с этими видеоматериалами, я был очень сильно удивлен. Удивлен, потому что не понимал, по какой причине, и, вернее, причину-то я понимал, на основании чего вообще вот будет выноситься обвинительный приговор, да, они же этого ждали, а они к этому вели. На видеофайлах четко видно, как люди призывают к законности, просят не нарушать закон, просят разойтись людей, просят не поддаваться провокациям, понимаете? Не только там действиями, отбирая стулья, останавливая людей с турникетами, а словами призывая разойтись. Призывая не поддаваться на провокации людей, которые всячески провоцировали, да, вот, людей, которые находились там к агрессии. Видеоматериалы, Ваша честь, я считаю, как неопровержимое доказательство. Говорить можно много чего. Но в данном случае эти видеоматериалы, если бы хорошо, я бы согласился, если бы это видео снималось людьми, гражданами, обычными, да, людьми. Эти видеозаписи, они отсняты сотрудниками правоохранительных органов. С разных ракурсов, Ваша честь. Абсолютно с разных ракурсов. И детально видно, как начиналось это все, как происходило, да, вот, начиная с с первой попытки разогнать толпу, вот, как все это протекало, чем занимались люди, что вот, касаемо вот этого взрыва светошумовой гранаты, для чего это надо было все? Люди сидели, стояли, просто общались, никаких лозунгов у них не было, никакого призыва у них не было. Просто ожидали утра, просто ожидали обещанного продления, Ваша честь. И не могу не согласиться с мнением моих коллег, которые высказывались неоднократно по поводу ранних митингов, которые незаконно продлевались. Для чего это делалось? Как будто бы они специально готовили вот эту операцию для вот, создания вот таких, так скажем, условий для того, чтобы можно было, да, вот, ввести в заблуждение людей, впоследствии потом привлечь их же к уголовной ответственности, да, тем самым убрать их с арены, да, вот, гражданского общества, с арены, так скажем, оказания давления на чиновников, да, вот, которые занимались коррупционной составляющей. Да, действительно, были множество видеоматериалов, по которым было видно четко, как разоблачает госслужащих, да, которые
разоблачает людей, правительство, да, вот, а именно, можно сказать, это команда Евкурова и Евкурова, которые, которым выделялись миллионы и миллиарды для создания и благоустройства данной республики, и деньги, которые не доходили, да, до своего конечного прибытия. Да. То есть сейчас, получается, нельзя говорить и нельзя осуждать лиц и чиновников, которые занимаются коррупцией, да, которые прикарманивают эти деньги, которые нагло отбирают народ. Так получается, Ваша честь? Я бы еще согласился, если бы все это было неправдой. Ведь это все на самом деле и оказалось правдой, и по данным вопросам возбуждены уголовные дела, привлечены к уголовной ответственности люди, ответственные, да, за то, что были допущены такие незаконные действия, да, вот, с использованием своих должностных полномочий. Ваша честь, допрошенные в суде свидетели показали, что они 27 марта 2019 года наносили удары по сотрудникам Росгвардии, исходя из личных побуждений. Мы же это все сами своими ушами слышали. Как они конкретно говорили, что исходя из личных побуждений, что их никто не организовывал, что их никто не призывал. Это люди, которые осуждены по части 1 318 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. И хоть бы один сказал, что его кто-то организовывал, что ему кто-то на ухо шепнул, или путем телепатических каких-то, так скажем, связей, да, сообщил, что надо, в смысле, вот, нанести удар или Куркину, бедному, или кому-то из сотрудников Росгвардии. Понимаете, ну, не бывает такого, сколько мы свидетелей допросили. Хотя бы один же должен сообщить о том, что совершено какое-то, ну, вот, совершено вот, преступление, исходя из побудительных призывов Барахоева, или Чемурзиева, или Хаутиева, или Мальсагова, ну, кого-нибудь, ну, кто-то должен же сказать, что да, действительно, вот я это сделал, исходя из того, что тот или иной человек меня призвал к этому. Мы это услышали? Нет, Ваша честь. Мы не услышали таких показаний к нашему счастью и к несчастью обвинения. Что касается Мальсагова, Мусы, также хотелось бы пояснить, что на тех же видеоматериалах, Ваша честь, четко, наглядно видно, как он останавливает 3 разом людей, которые пытаются оказать насилие, ну, ударить, вернее, да, вот, сотрудников Росгвардии разными предметами. Он прямо подбегает к этим людям и чуть ли не умоляет их не делать этого. Какой организатор насилия будет это делать, скажите мне, пожалуйста. Смысл какой вообще вот, да, вот в этом? Почему организаторы что делают насилие? Они же наоборот организовывают, призывают к насилию. Они просят их успокоиться, не просят там, разойтись толпу, не просят там, не поддаваться провокациям. Они чуть ли не кидались на эти стулья, которые со стороны людей кидались в сторону сотрудников Росгвардии. И, честно говоря, Ваша честь, мое личное мнение, если бы не эти люди, там вот тем, чем обошлось, не обошлось бы это 100%. Благодаря им не пролилась там кровь, реально кровь не пролилась, которая бы впоследствии невозможно было бы обратить. Там последствия намного страшнее были бы. Я больше чем уверен, Ваша честь, что да, на сегодняшний день вот эти обвинения предъявлены именно исключительно исходя вот из этих их действий, которые не допустили этого кровопролития. Я больше чем уверен.
Каждый из них мог уйти домой, и никто их не держал на момент, когда они не знали, что делать. Вот. Именно касаемо продления, когда им уже понятно было и ясно было, что вот их обманули, ввели в заблуждение, они могли развернуться и уйти оттуда с площади. Вот. Но они не о себе подумали на тот период, на тот момент. И показания их не об этом говорят, Ваша честь. И материалы уголовного дела, которые мы исследовали, тоже говорят об этом. Говорят о том, что они остались исключительно исходя из того, что понимали и осознавали то, что будет, если они уйдут. Что вот эти провокаторы, которые худо-бедно смогли все-таки, да, настроить людей агрессивно. А что бы было, если бы их не было? Докуда бы это все дошло? На стадии предварительного следствия, Ваша честь, я хотел бы также обратить ваше внимание, что на протяжении всего уголовного дела Хаудиев Багаудин Адамович обвинялся в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьей 318, а именно якобы, что он нанес, сам нанес сотрудникам Росгвардии средней тяжести вред здоровью. Вот. Меня практически уверяли, божились, клялись, что четко видно, как он там чуть ли не убивает этого сотрудника Росгвардии, Ваша честь. Ну, при этом не показывали, да, вот, видеоматериалы, говорили, вот подожди, вот сейчас у нас будет окончание следственных действий, мы закончим стадию предварительного следствия, перейдем по 217 статье Уголовно-процессуального кодекса, начнете ознакомливаться, ты все сам увидишь, ты сам все поймешь, Ваша честь. Ну и дошли мы до этой стадии. Видеоматериалы, как вы сами наблюдали, их не было, материалов уголовного дела, Ваша честь. Под разными предлогами они всячески не дали нам возможности ознакомиться с материалами, с данными видеоматериалами. Я уже не говорю о трудностях, которые они создали защитникам при ознакомлении с материалами уголовного дела, а именно там не вложили опись, простую опись в материалах уголовного дела. Мы сами себе там составляли эту опись при ознакомлении с материалами уголовного дела. То, что можно было упростить, они нет, они наоборот усложнили, чтобы затянуть это ознакомление. Для чего? Ну, это большой вопрос. Почему? Это мы, наверное, в этой жизни уже не узнаем. Хотелось бы также, Ваша честь, обратить ваше внимание, что нашим подзащитным создавали невыносимые условия, да, вот, а именно перевозили СИЗО, к примеру, в следственный отдел. Это на тот период было здание центра здание центра это центр по экстремизму. Вот, при 35-градусной, 40-градусной жаре они сидели по 2-3 часа в этих автозаках, парились, можно сказать. И это каждый день, представляете? Потому что вот их всех доставляли разом. К примеру, ознакомливался с материалами уголовного дела один адвокат, вот там 1-2 адвоката, там кабинетов не хватало. Один, к примеру, одного подстражного выводили для ознакомления, а остальным приходилось ждать.
Это при всем при том, что вот вы сами видите возраст Барахоева, Ужахова, Мальсагова, Чемурзиева. Вот. Я уже о других не говорю, ребят. Считаю, да, вот эти обстоятельства, они создавались исключительно для того, чтобы сломить их дух, сломить их волю, чтобы они, в конце концов, согласились с обвинением, которое им предъявляется. Я вам больше скажу, Ваша честь, конкретно Хаутиева Багаудина Адамовича неоднократно склоняли к этому. Вывозили его одного, доставляли в этот же отдел и, как он пояснял, неоднократно его убеждали, просили, уговаривали. Но хочу заметить, при этом каких-либо насильственных действий по отношению к нему не допускали. Просили, да, чтобы он подписал, согласился с обвинением, оболгал других участников данного уголовного дела, других подстраженных. Просили оговорить их. Вот. При этом указывалось, тогда еще его по части 2 318 привлекали. При этом говорили, если он вот примет их условия, он легко отделается от этого уголовного дела. Как вы видите, Ваша честь, он не согласился. Не солгали. Да. Также на стадии предварительного следствия, Ваша честь, вот, на следственных действиях при опознании там потерпевшие опознавали, но почему-то не все, а именно 21 их было, насколько я помню сегодня, 21 потерпевших, которых выводили для опознания лиц, 21 опознающих, 20 его не опознали, не узнали вообще, а один опознал и сообщил следственным органам, что Хаутиев Багаудин Адамович призывал людей к соблюдению закона, просил их не поддаваться провокациям. В общем, делал все, чтобы не допустить до большего противоправных действий со стороны людей. Убеждал, просил Барахоева, чтобы Ахмеда, чтобы последний обратился к людям, что его авторитет сможет умолить их сознание, а Барахоев Ахмед отвечал, что он уже неоднократно обращался. Ваша честь, это все мы видели, по видеоматериалам это все видно. Абсолютно их показания четко связываются, сплетаются с письменными материалами, с видеоматериалами. Мы это наглядно видим. Эти все моменты, Ваша честь, которые я перечислю, по какой-то причине стороной обвинения просто игнорируются. Да? Создается, да, возникает вопрос, а почему игнорируется? А почему сторона обвинения, которая исполняет форму надзора, которая должна соблюдать и требовать закон от правоохранительных органов, не допускать, да, нарушений со стороны ни с этой, ни с другой стороны, должна как-то спустя рукава смотреть тоже, точно так же, как и предварительные стадии, правоохранительные органы на стадии предварительного следствия, идти по этому же ложному следу. То есть также обвинять их в создании экстремистского сообщества. Это бред. Это на самом деле бред, Ваша честь. Какое экстремистское сообщество? Я не говорю уже об тех экспертизах, которые были проведены на стадии предварительного следствия, которые также, благодаря вам, большое спасибо, Ваша честь,
за эти видеоматериалы, которые мы смогли истребовать из основного уголовного дела. Не смогли бы истребовать эти заключения экспертов, которые не были приобщены. Я практически на 100%, на миллиард процентов я уверен, Ваша честь, что данные доказательства были оставлены специально, дабы, чтобы не было, да, вот, доказательств у стороны защиты, на что, чтобы они не смогли ссылаться на эти документы. И я миллиард процентов уверен, что эти документы увидели уважаемые обвинители, когда утверждали эти уголовные дела, это обвинение, обвинительное заключение. Я на все не сомневаюсь вообще. Стороной защиты были исследованы материалы уголовного дела. Хочу обратить внимание председательствующего на исследованный документ, а именно том 30, который мы заявляли исследовать, лист дела 27. Это, Ваша честь, хронология. Это нонсенс, Ваша честь, там расписывается, да, вот пошагово, ну, есть там моменты, которые где-то неровности, и допускается какое-то предположение человека, который составил данную хронологию, но и тем не менее, там четко прослеживается, и также во взаимосвязи с видеоматериалами четко видно, что кто в какое время приходит, кто в какое время уходит. И, например, там четко видно, во сколько подошел Хаутиев Багаудин, там отмечается там по времени. Я сейчас вам прям процитирую. Вот, 4:45. Хаутиев Багаудин был обнаружен в строящемся доме напротив, на Фортанге. Появились призывы к жителям Республики Ингушетия подъехал к месту митинга. Вот. Получается, Ваша честь, когда все-таки все началось, Хаутиева там не было. И какая-то организация, Ваша честь, насилие без него. Получается, Ваша честь, хотелось бы также обратить ваше внимание, что Барахоева также не было там. Указывается, что в 1:30 27 марта Барахоев садится в автомобиль Nissan. Алиби не проверено. Не проверено, Ваша честь, абсолютно. Данная хронология, я вам больше скажу, она на нее не ссылается вообще. Она ровным счетом, а эта хронология сделана по видеоматериалам. Четко, все буква в букву выписано. Я еще раз говорю, тут есть моменты, которые именно исходя из предположений тоже записываются, которые немножко не соответствуют с правдой, с действительностью. Но и тем не менее, конкретно исходя из времени и места нахождения наших подзащитных, смело можно было бы сослаться, если бы в их действиях были бы какие-то следы преступления, но нету никаких следов и доказательств никаких нету. И ничего противоправного и незаконного наши подзащитные не совершали. Именно по этой причине и нету. Причине нету. Ваша честь. Ну и хотелось бы обратить ваше внимание, что детализация тоже имелась в материалах уголовного дела, и на данную детализацию, да, также в обосновании своих доводов, что Хаутиев связывался там, организовывался и организовывал насилие там над сотрудниками Росгвардии, тоже нету, Ваша честь. Ни один из этих людей не звонил ему, не общался с ним. Получается, что на самом деле телепатия, ну не знаю, экспертизу не проводили в этой части.
По данной детализации четко видно, Ваша честь, во сколько, где находился Хаутиев Багаудин, когда он приехал, с кем он разговаривал, с кем он общался. Понимаете? А простое суждение, я бы сказал, отмазка по поводу телеграммы, пользованием всяких WhatsApp, мессенджеров разных и так далее, и так далее. Я больше чем уверен, что сами прокуроры и сотрудники следственных органов пользуются этими приложениями, извините. Потому что это удобно. Не потому, что надо как-то вот обезопаситься, там вот безопасно общаться и так далее. Да, если бы там что-то было, я вам на полном серьезе говорю, если бы там что-то было бы, какая-то связь, они это без проблем сейчас взламывают и достают оттуда информацию. Не взломали, потому что не было никакой информации, они об этом достоверно знали. Они знали, что навязывают ложное обвинение на чистых людей. Законопослушных людей, которые призывают к закону, к соблюдению Конституции и которые пекутся за свое будущее и будущее своих детей. И своей республики, в первую очередь. Ваша честь, вот об указанных видеоматериалах, ну, вот, то, что я ранее говорил, ссылался на них, по ним неоднократно проводились психолого-лингвистические экспертизы, ситуационные экспертизы, вот, которые, в принципе, мы по ходатайству истребовали с основного уголовного дела. И я не говорю уже о выводах, которые говорят только лишь о том, что наши подзащитные ничего абсолютно противозаконного не делали. В описательной части, Ваша честь, это вот самое основное, то, что мне понравилось. Там четко говорится, что у них побудительный характер к соблюдению закона, Ваша честь, понимаете? Это экспертиза говорит. Соблюдение закона, недопущение насилия, описывается, да, вот конкретно слова, которые они говорят, обращения, которые делают к толпе. Вот, исходя из этих выводов, уже судебные эксперты, да, вот, дали свои заключения по поводу того, что эти люди абсолютно не допускали, не призывали ни к чему незаконному. Психолого-лингвистические экспертизы под номерами 1664, 161-65/9-1 от 02.08.2019 года и под номером 1817, 181-8/9-9 от 14.10.2019 года конкретно отвечает на вопросы следственных органов по поводу действий Хаутиева, исходя из предъявленного обвинения. То, что он там наносил какие-либо удары сотрудникам Росгвардии и так далее. Там, Ваша честь, описывается, что в Хаутиева Багаудина Адамовича попадают камнем или там булыжником то ли в ногу, то ли в голову, после чего Хаутиев наклоняется, подбирает данный предмет, и вместо того, чтобы дать этим предметам, да, вот как обвиняли его, да, вот сотрудники правоохранительных органов, какому-то сотруднику Росгвардии по голове или вообще по любой части тела, откидывает его в сторону, Ваша честь. В сторону, не в сотрудников Росгвардии, а в сторону. И как он давал показания, он пояснял данные обстоятельства. Откидывал потому, чтобы с этим камнем рецидива не было в сторону этих сотрудников Росгвардии. Чтобы никто не подобрал из людей и не кинул обратно недолетевший камень до них.
И этого человека обвиняют в совершении преступления, предусмотренное частью 2 статьей 318 через часть 3 статью 33. То есть в организации, да, насилие над сотрудниками Росгвардии. Это разве справедливо, Ваша честь? Я считаю, что нет. Ваша честь, сторона обвинения не только не доказала и не представила доказательств, подтверждающих их обвинения, они не опровергли ни в какой части те обстоятельства дела, те доказательства, те показания свидетелей, которые мы здесь в зале судебного заседания с вами услышали. Не опровергли ни в какой части, Ваша честь. Абсолютно ни в какой части. И не смогут опровергнуть, потому что это истина. Не может быть допрошено столько свидетелей, столько потерпевших, свидетелей обвинения, защиты. И чтобы хотя бы один не сказал, если это преступление реально совершено, чтобы хотя бы один из наших подзащитных или создал экстремистское сообщество, не скажет, или организовал его, чтобы он оказал насилие, да, в отношении сотрудников Росгвардии. Не может быть такого. Я еще ни одного уголовного дела не видел, где вот человек реально совершил, и чтобы хотя бы какой-нибудь засекреченный какой-то там свидетель не сказал бы об этом. Понимаете? В нашем судебном заседании такого не было. Не было таких свидетелей, которые прямо указывали бы на те обстоятельства, которые со стороны обвинения пытаются навязать, да, вот обвинение в сторону наших подзащитных, что они совершили такое преступление, которым их обвиняют. Хотелось бы, Ваша честь, напомнить также, меня очень сильно тронуло, да, вот, показания одного из свидетелей. Я был сильно впечатлен показаниями Доскиева, который являлся и является судьей Конституционного суда, в принципе, лицом, который вынес постановление по поводу передачи земли, насколько это законно или незаконно, насколько я помню. Вот. И тронуло в какой части? Я безусловно уверен, что на него колоссальное давление оказывалось ввиду всех событий, которые происходили там. И на 100% уверен, что его и пытались запугать, что его пытались и подкупить, что и деньгами пытались подкупить, и властью пытались подкупить. Но этот человек устоял перед всеми этими соблазнами, за что и, в принципе, заслужил мое бесконечное уважение. Он достойный человек, и ему реально в будущем не о чем будет жалеть. Он 100% с большим удовлетворением души будет рассказывать об этих событиях своим внукам, правнукам, даст Аллах, если доживет до этого. И вас я, Ваша честь, прошу оправдать этих людей ввиду того, что они не совершали никаких этих преступлений. Не совершали этих преступлений, потому что эти люди, их цель и вот это обвинение, которое им вешается, это небо и земля. Они просили законности, соблюдения Конституции и так далее, а их обвиняют в том, что они хотели свергнуть конституционный строй, там, навредить ему как-то и так далее. Ну, это абсурд. Я все, Ваша честь. Прошу оправдать их всех без исключения.